жили в 17 веке. А здесь орден доминиканцев имеет их склеп. Несмотря на то, что мы будем посетить очень древняя базилика Святая Сабина, где находятся тоже доминиканцы. Ну, конечно, там не могут они... Да? Отец Мария, что значит 96-й год? Это захоронение? Да. А где порой? Итак, отец Марио читает надгробие. Странный, но необыкновенный пример глубокая и истинная вера. Она происходит, ее земной жизнь развивать искусство, музыка и через них она хотела возведать к ее высокий спирит или дух, то, что идет прямо к небесной славе. Она родилась в 830 до 47. А вот это как склеп считается, да? Нет, вот красный, который. Красный, вот да, да, это типичный склеп, там есть саркофаг, да? Это кладбище прям как музей, да? Вот. Я тебе все равно буду фотографировать. А здесь вы видите, например, для сестер. Здесь монахини. Например, здесь находятся монахини. Это была генеральная настоятельница и тоже генеральная настоятельница. Это есть институт дочери божественное провидение. И потом еще рассказала, очень интересно, что здесь есть очень древний тоже рождение Иисуса Христа. Папа Иоанн Павел II, у него было это желание приходить 1 ноября, день 2 ноября, день всех усопших. А он обычно день молился, потом просто бывает, когда он, и сейчас тоже и кардиналы, которые представляют его. Видите, здесь много... Ой, какая красота. Сейчас из нашей станции снимаем. Какой холеный стол. Горе без города тоже. Вы знаете, что это называется кладбище летом, да? Посмотрите, например, это маленькая печатня, которая сделана в 9. Как пожертвование на Святой Петр. Пожертвование на него. Очень вкусно пахнет цветами. Cieli azzurri, dopo un anno nero, tu non sei cambiata molto mentre io sono più sincero. Nuovi cieli azzurri, sopra il mondo intero, dopo il fischio brasiliano era azzurro ogni mio pensiero. Azzurro che cos'è? È ciò che piace a me. Azzurro che mi dà senso di libertà. Colora ciò che vuoi, perfino i sogni tuoi. Vedrai che li vorrai. Очень шикарное кладбище. Мы зашли в церковь при кладбище.
и вернулись в церковь Святого Лаврентия или Сан-Лоренцо, которая к этому времени открылась. Как мы сказали, Святой Лаврентий был человек, который он отдал его жизнь как ученик и представил для них сейчас, чтобы много хотели быть рядом, потому что его тело и тоже тело Святого Стефана находится здесь, там. А хлеб, я не знаю, если ты говоришь, что я не покажу. Это место, где находится этот балдахин, и они как-то а там находится именно, если мы идем вместе, тело Святого Лаврентия и тело Великого Святого Лаврентия и Святого Стефана. Поскольку так, много хотели, до сих пор вы видите, как они хотят, особенно огненно религиозных священников, был рядом, да? И поэтому кладбище стало очень популярным, особенно люди, которые хотели быть рядом. И тогда это самого начала место паломничества, и поэтому сделали базилика. Базилика большая, потому что паломников много, конечно, тоже. И поэтому видите, как объем, если мы думаем, на 3, 5, 6 веке. Для того, чтобы святого Иоанна Латеранского и святая Петра Островского, все они расширялись много-много, да, и стали очень, конечно, по-другому делать. Это стало, как было раньше. Поэтому мы посмотрим сейчас, как будто что находимся на 3, 4, 5, 6 веке. Так вы видите, окна, так как было такой мрамор, очень прозрачный, или там, который сейчас находится, все это так, и была мрамор, были очень прозрачный. Так, пойдем, чтобы посмотреть, еще, это тоже очень важно. Мы здесь пробуем, да, и странно, что они допускают, пробуем именно очень древний мрамор, который был сделан таким образом. Они соображали эту форму, которая повторяется много разных местах. Да? И то же самая группа, которые сделали те, которые мы видели, косматы. Так. И здесь видите тоже купель, где идет крещение, потому что это является тоже символом, да? И тоже один саркофаг, да, который имеет именно время римского, да? Потому что все это изображение во время Рима. Да?